Доброе утро, Республика! Начинаем новую рабочую неделю. С вами Вероника Тамтосова. Как всегда, с последними новостями, которые произошли за выходные. Расскажем о том, какая сегодня погода за окном. Также поделимся, куда можно поступить. Поговорим об этом специалистам, поможем нашим любимым абитуриентам, в том числе, кстати, в техникум после 9 класса. Также встретимся с Малой академией наук, узнаем, какие у них последние новости. Побываем в Томмоте на праздновании столетия. Все это и еще много интересного вы можете всегда узнать в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, будьте с нами 24 часа в сутки, чтобы делиться позитивной энергетикой. Итак, сейчас прям о погоде. Что же у нас творится за окном? В центральных районах сегодня 18-27 выше 0, в заречной группе 17-27 со знаком плюс, в южных плюс 16, плюс 22 градуса. В Вилюйской группе плюс 15, плюс 20, в Нижнеленских 9-22 выше 0. В западных плюс 14, плюс 26, в Колымо-Дигирской группе Улусов плюс 6, плюс 19, в Янских 8-17 со знаком плюс, на северо-западе 8-15 выше 0. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 16 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный от 1 до 3 метров в секунду. Температура плюс 26, плюс 23 градуса тепла. Вот такая еще летняя погода. Немножко, конечно, вечерами уже прохладно, но еще можно насладиться солнечными лучами. И что же произошло за выходные? Прямо сейчас спешим поделиться. Триумф российских спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта 3 августа в Торонто. Российская команда завершила чемпионат мира 2025 впечатляющими результатами, завоевав несколько золотых медалей. Событие стало главной спортивной темой дня в выпусках новостей, объединив миллионы болельщиков и продемонстрировав высочайший уровень подготовки спортсменов. Успех особенно значим на фоне роста интереса к водным дисциплинам в России. Спасение 25 человек в Сочи. В селе Дефановка автобус с пассажирами упал в реку из-за шторма. Сотрудники Кубань-Спас оперативно эвакуировали всех людей без жертв, несмотря на сложные погодные условия. Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Байко добавил, что для жителей подтопленных домов развернули пункт временного размещения в поселке Новомихайловский. Он добавил, что еще один пункт откроют при необходимости в Джуббе. Но главное, что все спаслись. Исторический рекорд Артема Дзюбы в российском футболе. В матче против «Спартака» форвард Акрона Артем Дзюба забил свой 242-й гол в карьере, обновив рекорд российского футбола. Гол был забит с пенальти на 95-й минуте, что позволило команде спасти ничью 1-1. Дзюба, воспитанник «Спартака», также установил личный рекорд, забив 11-й гол против своей бывшей команды. Этот момент стал эмоциональным событием для болельщиков. Так что смотрите спортивные трансляции, там много всего интересного. Ну а прямо сейчас переходим к новостям. Доброе утро, Якутия! Расскажу о самых актуальных событиях к этому часу. Правительство России проиндексирует размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников на 7,6% с 1 октября. На эти цели в федеральном бюджете на текущий год и плановый период 26 и 27 годов предусмотрено выделение 30 миллиардов 800 миллионов рублей. Повышение затронет сотрудников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий. С 1 августа накопительная пенсия россиян увеличилась на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты выросли на 11,32%. Как пояснили в соцфонде, успешные инвестиции управляющих компаний в прошлом году позволили перевести индексацию пенсионных накоплений. В результате процент индексации оказался значительно выше по сравнению с прошлым годом. В прошлом году показатель составил 7%. Отмечается, что перерасчет произведут автоматически и пенсионерам не потребуется подавать дополнительные заявления. Судоходная компания «Алроса Лена» подвела промежуточные итоги навигации. За 3 месяца речники выполнили план на 65%. Знаковым событием стал первый за 2 десятилетия экспедиционный рейс сухогрузного состава «Гранит» по маршруту Усть-Кут-Накын протяженностью почти 3500 километров. В перевозках участвуют 27 единиц флота, 11 наливных судов, заняты в перевозке светлых нефтепродуктов, 16 сухогрузных различных технических грузов. Навигация продлится до октября.
В оставшийся период суда выполнят еще 55 рейсов и перевезут около 100 тысяч тонн грузов для нужд «Алроса». Продолжительность навигации на сегодняшний день составит 93 дня. За это время судами общества выполнено 77 рейсов, перевезено для нужд компании «Алроса» 165 тысяч тонн грузов, в том числе 76 тысяч тонн нефтепродуктов и 89 тысяч тонн различных технических грузов. СВФУ опубликовал первые списки поступивших. По итогам первого заседания приемной комиссии зачислено 596 будущих студентов. Из общего количества абитуриентов 234 человека поступило по целевой квоте, 146 по особой, это дети и участники СВО, 187 по отдельной, а 29 поступили без вступительных экзаменов. Списки зачисленных опубликованы на официальном сайте университета. Проверить статус заявлений можно в личном кабинете на портале госуслуг. Информация о дальнейших этапах приемной кампании будет размещена дополнительно. Основной этап зачисления у нас будет 7 августа. На сайте Центральной приемной комиссии опубликован конкурсный список, где абитуриенты могут видеть, могут ли они поступить к нам. Там, получается, рядом на строке по их уникальному коду есть слово «да», которое закрашено зеленым. Они, получается, рекомендованы к зачислению. В Якутии продолжается летняя оздоровительная кампания для школьников. Особое внимание уделено детям из 7 участников СВО и из пострадавших от паводка районов. В летний период текущего года по линии Министерства образования и науки Якутии на отдых и оздоровление за пределы Якутии направляются 1382 ребенка. В это время в лагерях Якутска отдыхают школьники из Амяконского и Абыйского улусов. По словам главы республики, ребята активно включаются в образовательные и спортивные активности, находят новых друзей и получают полезные навыки. Впереди у них еще много ярких впечатлений, отметил он. В этом году в Якутии на программу среднего профессионального образования подано более 31 тысячи заявлений. Это говорит о растущем интересе молодежи к рабочим профессиям. Где же можно получить действительно востребованные специальности? Об этом расскажет Виктория Шестакова, технический секретарь приемной комиссии Алекминского техникума. Виктория, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Это очень актуальная тема. Всех это волнует, куда же поступить. Алекминский техникум предлагает востребованные образовательные специальности. Но не только в Якутии, но и за пределами. Расскажите, какие специальности открыты для набора в этом году? Да, наш Алекминский техникум рад предложить абитуриентам широкий выбор специальностей, которые очень востребованные. Так. И мы в этом году набираем по 5 направлениям. На базе 9 класса у нас сооружение и эксплуатация газонефтепроводов, газонефтехранилищ, срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация техник. Также электрические системы в агропромышленном комплексе, срок обучения 2 года 10 месяцев, квалификация техник-электрик. Также эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного оборудования и техники, срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация техник-механик. И мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, срок обучения 1 год 10 месяцев, квалификация слесарь по ремонту автомобилей. И на базе 11 класса это мастер по ремонту и обслуживанию мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов. Срок обучения 10 месяцев. И квалификация будет техник по обслуживанию трубопроводов. И более подробную информацию можно узнать на нашем сайте и также на стендах приемной комиссии. Угу. Ну, достаточно востребованные специальности, все очень такие прикладные, что в дальнейшем, получается, молодые люди смогут совмещать работу и учебу, да? А вот приемная кампания продлится до 31 августа. Какие способы подачи документов существуют? То есть мы знаем, что через госуслуги, там лично. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, мы стремимся создать комфортные условия для подачи документов, и у нас есть 3 способа подачи. Первое – это через портал госуслуг, это современный и удобный способ. Не выходя из дома, можно подать. Второй способ – это лично в приемной комиссии техникума. Там наши сотрудники будут вам очень рады, проконсультируют вас и помогут с документами.
И третий способ – это через Почту России. Наш адрес города Лёкминск, улица Гагарина, 58А, заказным письмом с уведомлением о вручении. Также понадобится следующий пакет документов. Это заявление установленного образца, копия или оригинал документа об образовании, фотографии 3×4, 4 штуки, копия СНИЛС и медицинская справка 086. Будем очень признательны, если подготовить заранее документы, и чтобы избежать задержек в подаче документов. Ну, мы знаем, что техникум достаточно современный. В этом году еще завершилось его дополнительное техническое оснащение, да? Расскажите подробнее о современной материально-технической базе. То есть это уже современное такое учебное заведение получилось. Да, мы гордимся нашей современной материально-технической базой, которая постоянно обновляется. В этом году завершается масштабная модернизация электротехнического и технического отделения в рамках программы «Единая президентская субсидия» для оснащения мастерских Дальнего Востока при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Благодаря этому наши мастерские оснащены по последнему слову техники. Мы обновили наш автомобильный парк и приобрели новый трактор «Беларусь». У нас появились новые станки для различных видов работ. Созданы современные мобильные классы, учебные полигоны для электромонтажных работ, которые максимально приближены к реальным условиям. Также введены в эксплуатацию тренажеры комбайна и трактора. И компьютерные классы оснащены лицензионным программным обеспечением для программирования и моделирования. Все это позволяет нашим студентам получать максимально практические навыки и улучшать конкурентоспособность после завершения обучения. Но это налицо, потому что многие ваши выпускники уже трудоустраиваются. С какими, получается, организациями вы сотрудничаете для трудоустройства своих выпускников? Да, трудоустройство наших студентов – это один из показателей качества нашей работы. Мы сотрудничаем с ведущими предприятиями нашего региона и также за ее пределами. Это Нерингри Металлик, Нордголд, крупная золотодобывающая компания, Сахатранснефтегаз, лидер в сборе, транспортировки и хранения газа в республике, акционерная компания «Лорб», одно из крупнейших транспортных предприятий, и муниципальное учреждение управления сельского хозяйства. Ну, то есть всесторонний охват получается во всех областях. То есть студенты себя не потеряют. Ну, вообще студенческая жизнь – это самый интересный период жизни, да? Вот помимо этого мы знаем, что активно ваши студенты принимают в общественных каких-то мероприятиях участие, внутри студенческих мероприятиях. Как активно проходит студенческая жизнь? Да, мы убеждены, что студенческая жизнь должна быть яркой, разнообразной. И в Алёкминском техникуме у нас созданы все условия для развития и чтобы развивались таланты. Мы их, безусловно, поддерживаем. Работают разнообразные секции, кружки, студии финансовой грамотности, хореографии, электромонтажа, медиацентр. Мы активно готовимся к чемпионату «Профессионалитет». И, безусловно, хотела бы подчеркнуть нашего студента Габышева Сергея. Он занял первое место, и он является первым победителем в нашей истории техникума. Здорово. Да. Вот еще в эту пятницу, у нас, к сожалению, не так много времени, поэтому успейте рассказать. В эту пятницу в Якутске на площади Дружбы пройдет единый день подачи документов в профессиональные образовательные организации. Вот будут ли представлены ваш техникум, будут ли представлены специалисты, что можно обратиться, подать документы, ну и изучить подробнее специальности? Наши сотрудники будут присутствовать на дне подачи. У нас будет информационная брошюра, более подробно о всех наших специальностях, условиях подачи. И наши сотрудники вам
помогут подать. Спасибо большое, Виктория. Мы узнали все, что можно за такой короткий промежуток времени. Желаем вам хорошего набора и прекрасных и интересных студентов, которые тоже займут обязательно где-нибудь призовые места и будут обязательно трудоустроены. Дорогие друзья, вот абитура уже в самом разгаре. Помните, что в пятницу единый день подачи документов. У вас будет возможность ознакомиться, какие образовательные учреждения представлены в нашей республике и сделать свой правильный выбор. Ну а для тех, кто уже определился с выбором и кто посвятил себя интереснейшей профессии археологии, археологические раскопки на территории старого якутского острога по улице Каландрашвили проходят к своей финальной стадии. Напомним, что в прошлом году в спасательных работах удалось обнаружить уникальные берестяные грамоты, фрагменты фарфорового сервиза, а также предметы быта и снаряжения. Удалось ли дополнить картину в изучении истории Дальнего Востока в нынешнем году, узнаем далее. Археологические раскопки, начатые в мае прошлого года на территории Якутского острога, близятся к своему завершению. На сегодняшний день бригада из ученых-волонтеров приступила к демонтажу последней из 35 обнаруженных построек. Всего за время работ специалистами научно-производственного объединения «Северная археология» были обнаружены 38 уникальных археологических артефактов, среди которых 11 берестяных грамот, монеты 17 века, фрагменты китайского фарфора начала 18 века. Сейчас идет процесс демонтажа конструкции этой постройки с целью их последующей передачи в музей Емельяна Ярославского, в надежде, что пройдет консервация, реставрация и последующее экспонирование. Пожалуй, самым интересным стал факт того, что полы в обнаруженной постройке полностью состоят из судовых деталей бортовой обшивки корабля конца 17 века. Сами доски выполнены с помощью топора. Нигде следов пилы, даже здесь вот мы видим, что они срублены топором. Вот. То есть это конструкция с минимальным использованием пилы. Что еще интересно? Здесь мы видим вот такие парные отверстия с деревянными гвоздями. Вот они. Где-то гвозди сохранились, где-то они отсутствуют. Вот такие деревянные гвозди называются нагель. С помощью этих нагелей обшивка крепилась к каркасу корабля, а именно к шпангоутам, килю. Вот. И такое крепление было на таких кораблях, как дощаники, барки. В принципе, оно использовалось до первой половины 20 века. Помимо нагелей в бортовой обшивке были обнаружены и следы вицы, что характерно для арктических полярных судов. Вица – это корень. Обычно корень, летальник скрученный. Им как ниткой прошивали доски. Вот такое соединение, шитье вицей, характерно для арктических полярных судов коч. Реконструируется коч в основном по материалам археологических раскопок. Мангазея, Колыма, Стадухинский. На территории Якутии сейчас детали коча найдены впервые. Археологи считают находки символичными в свете празднования 500-летия Северного морского пути, 300-летия начала Великой северной экспедиции под руководством Витуса Беринга, а также подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа о праздновании 400-летия города Якутска. Также мы видим вот такие интересные планочки, пришитые скобками. Это называется ластовое уплотнение. Здесь была трещина в борту. И чтобы доска не разломалась и не было течи, вот такие планки накладывали. Но такие планки большего размера были и между самими досками обшивки, что обеспечивало более плотное соединение и защищало борт с внешней стороны от повреждений, от льда, от камней. И такие планки обычно быстро выходили из строя, их заменяли на более новые. Если обращаться к источникам, то коч или кача или качмара – русское морское парусно-гребное судно поморов или сибирских промышленников, как правило, деревянное, однопалубное. Такие суда ходили примерно 2-3 года и очень быстро изнашивались. Из-за зимовок суда рассыхались и портились от морозов. А так как на севере строительные материалы всегда были в дефиците, то после износа суда разбирали и продавали в качестве стройматериала. Поскольку это традиционное, народное кораблестроение, то
то ни чертежей не осталось, ни подлинных кораблей того времени не осталось. И про коч мы знаем довольно мало. И, в общем-то, внешний облик, конструкцию этого корабля – это именно реконструкция современных ученых. Причем во времени представление, как выглядел этот корабль, меняется. То есть в 60-е годы его представляли как двухпарусное судно, двухмачтовое там, с штурвалом. Сейчас доказано, что это было одномачтовое, никакого там рулевого колеса не было, а было рулевое весло. То есть, много меняется представлений. По словам археологов, на территории Якутского острога им также удалось собрать богатую коллекцию канатов и веревок, относящихся к такелажу судна. Специалисты настроены реконструировать размеры мачты и паруса, что позволит дополнить знания ученых о традиционном деревянном кораблестроении. Надежда Кузнецова, Виктор Дичковский, Якутск. Здорово, когда утро начинается с хороших новостей и удивительных исторических справок. Ну что, вы еще не готовы окунуться в бурю событий? Тогда мы спешим вам на помощь. Давайте вместе сделаем утреннюю гимнастику. Всем доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, и я сертифицированный тренер по йоге. Сегодня мы с вами проведем восстанавливающую практику. И начнем мы с дыхательных упражнений. Положите одну руку на живот, выпрямите спину полностью. Можно прикрыть глаза, за макушку потянуться вверх к потолку, сделать хороший вдох и надуть животик, как воздушный шарик. На выдохе подтянуть животик к позвоночнику. Снова сделаем вдох, надуваем животик, как воздушный шарик, и вторую ручку ложим в районе диафрагмы, между нижними ребрами. С очередным вдохом в животик и до вдохом в диафрагму мы расширяем ребра. С выдохом расслабляем диафрагму, подтягиваем животик. Снова делаем вдох и до вдох диафрагма, и затем идут ребра и ключичное дыхание. Мы поднимаем вверх ключицы и расширяем грудную клетку. И все это делаем последовательно. Попробуем. И вдох в животик, диафрагма, грудная клетка, ключичное дыхание. Выдох в обратном порядке. Сужаем грудную клетку, опускаем и расслабляем животик. Следующее, что мы делаем, левую ручку ложим на правое колено, правой ручкой поднимаемся рукой вверх. Здесь растягиваем боковые мышцы, делаем хороший вдох, выдох. Меняем положение. Правая ручка на левое колено, левая ручка вверх, вдох, выдох. Возвращаемся в положение. Переходим в позицию в опору на 4 точки. Ладони у нас под локтевым и под плечевым суставом, колени под тазобедренным. Здесь делаем с выдохом, вытягиваем позвонок за позвонком к потолку, со вдохом, немножко проворачивая плечи назад, сгибаем локти в коленях и прогиб в грудном отделе. С выдохом вытягиваем снова позвоночник к потолку, расслабляем спину, шею. И делаем круговые движения. Сначала в правую сторону, вниз со вдохом, левая, с выдохом к потолку. И в другую сторону, к потолку, в левую сторону. Прогиб в грудном отделе, соединяем лопатки, в правую. Выдох. И можно еще зафиксировать это круговыми движениями. Соединяем все 4 точки. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Ставим ручки перед собой, ножки сзади на высокие. Выходим в собачку мордой вниз. Можно присогнуть колени. Поднимаем правую ножку вверх, а левую ложим в угол 45 градусов. Заднюю ножку заворачиваем вовнутрь. Выпрямляемся сначала. Здесь делаем хороший вдох. И с выдохом можно опуститься животом на бедро. Ручки поставить на локти. Здесь можно прикрыть глаза. Со вдохом и выдохом можно делать мягкие покачивающие движения, открывая и закрывая таз. Вдох и выдох. И можно полностью опустить голову
на ладони. При этом продолжая движение. Хорошо. То же самое делаем на другую ножку. Сзади пальчики ставим на высокие. Выталкиваясь, выходим в собачку мордой вниз. Левую ножку вытягиваем вверх. Вперед, угол 45 градусов. Заднюю ножку заворачиваем вовнутрь, немножко косолапим. Сначала выпрямляемся в позвоночнике. Вдох. С выдохом можно уйти на локти. Здесь расслабляющие, покачивающие движения. Вдох. И с выдохом можно уйти в замочек из локтей. Вдох и выдох. Расслабляемся. Ой, как жалко, что у меня не получилось вместе с вами сделать растяжку, места маловато, но в целом, по-моему, отличная разминка. Ну что, готовы к новому дню? Тогда спешу вам сказать, что знаете ли вы, что обычные качели имеют древнюю историю и даже были частью ритуалов. История качели началась еще в Древнем Египте, где они использовались для ритуальных танцев. От народной гуляни до детских площадок они всегда с нами, и сегодня неофициальный, но очень душевный праздник – День качания на качелях. Ритмичное движение, освобождающие мысли. Качание на качелях – это тоже маленькая медитация, как и наша разминка. И мы приглашаем вас вспомнить это ощущение полета и невесомости и вернуться в детство. Так что отличный повод сегодня покачаться на качелях. Ну а прямо сейчас расскажем, чем еще интересен сегодняшний день. На календаре 4 августа. Сегодня отмечают Международный день одиноких и работающих женщин. По народному календарю Мария Ягодница. В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодой – черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму, варили варенье и компоты, поэтому Святую Марию называли ягодницей и сладостницей. В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что в этот день велик риск пострадать от молнии. В то же время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее. Коли гроза, сено будет за глаза. Утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами. Женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту. Этот день в истории. 1662. В Москве произошел медный бунт, массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег. 1774. В бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение. 1774. В Лондоне открыт первый в мире цирк. 1783. Россия и Картли-Кахетинское царство подписали Георгиевский трактат. 1914. Первая мировая война. Великобритания объявила войну Германии. В этот день родились Василий Стасов, русский архитектор, Перси Биш Шелли, английский поэт и драматург, Кнут Гамсун, норвежский писатель, нобелевский лауреат, Луи Армстронг, американский джазовый музыкант. Именины сегодня отмечают Алексей, Корнилий, Мария и Михаил. И еще одна знаменательная дата – 100 лет историй, труда и свершений. Томот, город, которым гордится вся Якутия, отмечает свой юбилей. О том, как город встретил свой вековой рубеж, расскажем далее. Добрый день, уважаемые земляки, уважаемые томоцы, дорогие друзья! Позвольте от всего сердца поздравить всех нас со 100-летием нашего славного города, города Томот! В городе Томоте праздничное оживление. Город давно не видел такого большого количества гостей. В парке Укулан весь день царит атмосфера единства и радости. Жители и гости с гордостью встречают важную дату – 100-летие города. Томот сегодня действительно точка роста. Мы видим, как растет социальная инфраструктура, жилье, какие прекрасные микрорайоны. Это такая серьезная веха в истории. И, конечно, прежде всего хочется вспомнить и поблагодарить тех, кто стояли у истока его создания, тех, кто его строил, тех, кто создавали его славу. В парке без перерыва проходят концерты, мастер-классы и выставки. Звуки музыки переплетаются с детским смехом, а исторические экспозиции напоминают о богатом культурном наследии города.
Атмосфера праздника сегодня достаточно такая хорошая. Во-первых, день прекрасный. Вчера тут очень был дождь, такая погода была, и под напряжением было вообще проведение праздника. Сегодня прекрасная погода, это уже хорошо. Очень много детей. Самое главное, мы даже не ожидали, что такое количество детей придет сегодня на это мероприятие, потому что мы приготовили детскую программу. Помимо, так сказать, торжественной программы, которая награждение, до официальной части, в течение 2 с лишним часов шли детские аттракционы, где дети могли поиграть, выиграть какие-то небольшие призы. Томот принял в свои объятия и особых гостей – бойцов стройотряда из Беларуси. Молодые ребята приехали, чтобы внести свой вклад в развитие республики, участвуя в строительных и инфраструктурных проектах региона. Они также отмечают удивительную красоту природы Якутии. Первый раз в Томоте, очень интересные виды, очень красиво, очень интересный концерт. Эти леса бескрайние, тоже интересно. Приятно видеть небольшие горные пейзажи. Беларусь располагается относительно на равнине, а тут такая красота открывается. Я впечатлен вообще природой всей. Томотом первый тоже, 100 лет. Достаточно серьезный праздник. И вообще от всего этого мероприятия все организовано, все понравилось. Концерт собрал внушительную аудиторию. Тысячи жителей и гостей Томота пришли разделить праздничную атмосферу. В рамках праздника состоялась презентация гимна Томота, мелодичного и душевного произведения на слова томотца Владимира Пушкарева и музыку Станислава Олесова. Гимн стал новой музыкальной визитной карточкой города. Праздник мне, безусловно, понравился. Получилось бомбезно. Все очень здорово, прекрасно, отличный праздник. Радость и искренние улыбки наполняют парк до позднего вечера. Для многих жителей Томота этот юбилей стал особенным. Они смогли лично увидеть выступления настоящих звезд эстрады – Сергея Куприка, Таисию Повали и Хабиба. Такой праздник оставляет теплые воспоминания и вдохновляет на новые свершения. Олеся Котовщикова, Ренат Нахиев, Томот. Потрясающие кадры, праздник явно удался. Но прямо сейчас, внимание, спойлеры от вселенной. Мы заглянули в сценарий вашей недели, готовы узнать, где вас ждет романтическая линия, а где головоломка для ума. Представляем ваш гороскоп на неделю. Овны, неделя откроет вам новые горизонты, но Луна может подтолкнуть вас к импульсивным решениям. Используйте креатив для обсуждения новых проектов, но будьте осторожны с резкими высказываниями на работе. Тельцы, начало недели подойдет для планирования долгосрочных проектов. Будьте внимательны к деталям, особенно в финансовых расчетах. Близнецы, будьте готовы к информационному хаосу. Вторник – отличный день для нетворкинга. Во второй половине недели появится отличный шанс проявить себя в социальных кругах. Раки, Луна усилит вашу интуицию, но будьте осторожны со своими эмоциями. Они могут затмить вашу объективность, что помешает вам трезво оценивать ситуацию в ряде возникших вопросов. Львы, неделя откроет вам новые возможности, но остерегайтесь конфликтов. Используйте свою харизму для продвижения по карьерной лестнице. Вторая половина недели подкинет вам выгодные возможности. Девы, начните понедельник с анализа прошедших событий. Эта неделя подойдет для подписания важных документов, но будьте предельно внимательны, могут возникнуть риски из-за бюрократических проволочек. Весы, вашим помощником на этой неделе станет чувство юмора. Оно создаст вокруг вас дружелюбную атмосферу и поможет взглянуть на проблемы с легким чувством самоиронии. Скорпионы, вы погрязли в рутине. Постарайтесь не поддаваться унынию, ведь во второй половине недели вас ждут неожиданные, но приятные события. Стрельцы, неделя подскажет вам новые пути в решениях давно всплывающих вопросов. Но будьте готовы к компромиссам. Используйте свои идеи для продвижения проектов. Конец недели подойдет для обсуждения долгосрочных контрактов. Козероги, поставьте ваши амбиции на паузу и насладитесь моментом, иначе не видать вам удовольствия от достигнутых
целей. Водолеи, неделя подарит вам новые идеи, сосредоточьтесь на вашем деле, но не в ущерб самочувствию. Планомерное расходование ресурса принесет вам больше плодов, нежели ударное погружение в работу. Рыбы, на этой неделе постарайтесь поменьше требовать, сосредоточьтесь на своем внутреннем состоянии, и это поможет вам многое переосмыслить. Не все в жизни зависит от звезд, поэтому нужно предпринимать какие-то действия и самим. Для людей с небольшим доходом недавно с 1 июля появился новый финансовый продукт – социальные вклады. Кто ими может воспользоваться и насколько они выгодны, расскажем в очередном выпуске рубрики «Финансовая грамотность». Социальный накопительный счет доступен для получателей социальных пособий. Их предоставляют крупные банки. Перечень указан на сайте Центробанка. Социальный вклад можно открыть на сумму до 50 тысяч рублей. Проценты будут начисляться по самой высокой ставке, которую выбранный банк предлагает по депозитам сроком от месяца до года. Банк будет ежемесячно переводить набежавшие проценты на любой счет, который укажет вкладчик. При необходимости можно снимать деньги с депозита или пополнять его, пока размер вклада не достигнет 50 тысяч рублей. Банк не будет брать за это комиссию или снижать ставку. Размер социального накопительного счета не ограничен, но проценты по нему будут зависеть от того, какая сумма находится на счете. Если сумма размещения менее 50 тысяч рублей, то ставка по счету не может быть ниже 50% от ключевой ставки. К примеру, если ключевая ставка 21%, то процент по счету будет не менее 10,5%. Если сумма выше 50 тысяч рублей, то банк устанавливает самостоятельно процент, и это оговаривается договором. Платежи и переводы в пределах 20 тысяч рублей в месяц будут без комиссии. Открыть социальный вклад или счет можно только дистанционно, с помощью подтвержденной учетной записи на госуслугах. Так банк сразу увидит, действительно ли клиенту полагаются подобные услуги. Договор с банком заключается на год, но если человек сохранит право на соцпособие, банк автоматически продлит договор еще на год. Финансы – это всегда очень сложно. Финансовая яма – ситуация, в которой может оказаться каждый бизнес, попавший в кризис, семья после потери работы или неожиданных трат. Долги растут, как снежный ком, звонки коллекторов не прекращаются, а выход кажется тупиковым, но есть законный способ остановить этот кошмар – процедура банкротства. Прямо сейчас о ней нам расскажет наш юрист. Доброе утро, Якутия! С 2015 года в России запущен механизм списания долгов – банкротство физических лиц. О том, как происходит данная процедура и какие условия для подачи заявления, я расскажу вам сегодня. С заявлением о признании гражданина несостоятельным, проще банкротом, может обратиться любой гражданин в арбитражный суд по месту своего жительства. Для подачи заявления и в последующем признания такого гражданина банкротом необходимо соответствовать некоторым критериям. Задолженность перед всеми кредиторами должна превышать 500 тысяч рублей. Если сумма задолженности менее 500 тысяч, обращаться с заявлением следует в порядке внесудебного банкротства через МФЦ. Далее. Просроченная обязанность по уплате задолженности должна составлять более 3 месяцев. Следовательно, если в течение указанного срока наступила обязанность по уплате задолженности, но гражданин не может справиться с большой долговой нагрузкой, следует обращаться в суд с заявлением. К заявлению необходимо приложить личные документы, такие как копию паспорта, ИНН, СНИЛС, сведения о составе своей семьи, в том числе членов семьи, находящихся на иждивении должника, сведения о работе и заработной плате, информацию об имеющемся имуществе и непосредственно все документы, подтверждающие сумму задолженности. Например, копии кредитных договоров, справки о наличии задолженности, выписки по банковским счетам и другие имеющие отношение документы. Кроме того, при подаче заявления необходимо внести 25 тысяч рублей на депозит суда. Все реквизиты имеются на официальных сайтах судов. При
Принимая документы, суд тщательным образом проверяет их и устанавливает, обосновано ли данное заявление должника. К судебному заседанию суд может потребовать и дополнительные документы. В случае, если заявление с требованием признать гражданина банкротом обосновано, вводится процедура реструктуризации. В данной процедуре суд на основании отчета арбитражного управляющего устанавливает, имеются ли средства или имущество, за счет которого можно погасить задолженность перед кредиторами. Если такой возможности не установлено, то вводится следующая процедура – реализация, по завершению которой гражданин, физическое лицо, признается несостоятельным банкротом и освобождается от уплаты всей имеющейся задолженности. Самый популярный задаваемый вопрос – какую задолженность можно списать в судебном порядке? Это основные виды задолженности, например, кредиты, займы, рассрочки, коммунальные платежи, долги по налогам и взносам. Однако есть ряд задолженностей, которые списать нельзя. Это алиментные платежи, суммы компенсации морального и материального вреда, причиненного преступлением, а также задолженность по заработной плате и выходным пособиям. Помните, чтобы избежать ошибок, перед подачей заявления необходимо обязательно проконсультироваться с юристом или адвокатом. На этом все. До новых встреч. И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях к этому часу. За первые 5 месяцев работы сервиса «Россияне» подали 13 миллионов 76 тысяч заявлений на установку самозапрета на кредиты. В то же время 730 тысяч граждан обратились с просьбой снять данный запрет, что составляет более 5% от общего числа ранее установленных ограничений. Большинство граждан предпочитает полный запрет на кредиты. Также направили 587 тысяч заявок на запрет онлайн-кредитования в банках и МФО. 31 июля и 1 августа на площади Орджоникидзе в Якутске прошла акция «Здравосмотр», предоставляющая бесплатное медицинское обследование для всех желающих. Специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики отметили высокую активность как горожан, так и гостей столицы. За 2 дня на площади здоровья побывали более 200 человек. Участники имели возможность за полчаса-час пройти ключевые обследования, такие как ЭКГ, спирометрию, экспресс-анализы крови и узнать состав тела. Консультации врачей и психолога пользовались особой популярностью. Акция продолжается с 14 до 19 часов в городском парке «Культура и отдыха», локация Ленская библиотека. В Якутске состоялась презентация книги «Герои Якутии. Дороги войны», рассказывающей о боевых подвигах якутян в зоне СВО. Автор книги – судья в отставке Александр Седалищев. Лично собирал материалы в зоне СВО, встречаясь с бойцами и тщательно проверяя каждую историю. Идея создания книги возникла у автора с начала боевых действий. Благодаря поддержке Единого координационного центра Якутии он отправился на фронт в качестве волонтера. В книге представлены 12 реальных историй. Да, но трудность главная заключалась в том, чтобы первое время найти героя. Второе, они всегда почти были на передке. Или в тех местах, куда другим доступ был запрещен. И вот тяжело было с ними согласовывать то, что написано, потому что там же фактически материал есть. На один очередь уходило несколько месяцев, 2-3 месяца. В Республике Крым представили культуру малочисленных народов России. Событие прошло в рамках самого крупного молодежного фестиваля страны «Таврида Арт». Так, на одной из площадок проекта в амфитеатре Счастливцева выступили молодые артисты, главной особенностью исполнения которых стала этника и разнообразие жанров. К примеру, русский фольклорный ансамбль «Узорица» представил композиции в жанре электронной музыки с элементами традиционных народных звучаний. Еще один артист, шоумен из Казани Фазиль, поразил зрителей как танцами, так и своим рэпом. Выступила на площадке в том числе и венкийская певица Айя. Она познакомила участников фестиваля с культурой народов Севера. Уже не первый год мы приезжаем на Тавриду с отдельной этнической программой. Все, что мы делаем, это продвижение этнических музыкантов, которые работают в жанре современная этника. Это объективная реальность, которая интересна прежде всего молодежи. Они хотят знать, кто они, откуда, и хотят слушать свою музыку, а не только
при всем уважении, музыку других народов, живущих за рубежами нашей Родины. К этому часу это вся актуальная информация. Встретимся в новостных выпусках. Мы всегда спешим поделиться последними новостями. Малая академия наук и физико-математический форум «Ленский край» приглашает своих выпускников. 9 и 10 августа пройдет первый менторский форум для обучающихся и выпускников академии. К участию приглашаются обучающиеся выпускники, руководители, преподаватели и сотрудники физмат-форума «Ленский край», а также Малой академии наук разных лет, а также наставники, эксперты, представители партнерских организаций. Форум проводится в целях сопровождения и дальнейшего развития детей, молодежи через сообщество выпускников, наставников и партнеров. Вне форума планируется активное обсуждение карьерных и образовательных возможностей для школьников и выпускников. А подробнее об этом нам расскажет ютер регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Малой академии наук Республики Саха-Якутия Сергей Валентинович Попов. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Валентинович, ну очень интересное направление, да, создать такой некий комьюнити, да, получается, выпускников. А расскажите, что планируется? Да, на самом-то деле, вы правильно заметили, это очень такое важное направление нашей деятельности. Кроме того, что мы воспитываем, обучаем, готовим наших детей ко взрослой жизни, ну так называемому, чтобы они внесли свой вклад в развитие как республики, так и Российской Федерации. Но мы запускаем программу так называемую программу по сопровождению выпускников. Это установка, так, ну, если так можно выразиться, идет из регионального центра нашего Сириуса, который является нашим главным организацией, которая нас ведет. Да? И провели несколько семинаров. Я сам лично участвовал в нескольких семинарах в Сочи. И получается, что идет как бы в течение 26 лет, с 1999 года, мы собрали некий пул наших выпускников. Это, давайте сначала скажу, кто относится к нашим выпускникам. Да? Наши выпускники — это ребята, которые участвовали в наших профильных сменах, олимпиадных, подготовительных курсах, так или иначе участвовали в каких-то проектных сметах. Ну, Олимпиада Туймада, например, да? Ну, большие вызовы, шаг в будущее и так далее и тому подобное. Очень много мероприятий, очень много обучающих, семинары, курсы, там, подготовительные какие-то программы и так далее. То есть все они являются нашими выпускниками. И вот задача какая? Задача, как вы сказали, создать некое комьюнити не только из наших преподавателей, наших тьюторов, наших вожатых и так далее, а привлечь к этой работе и наших партнеров. То есть наши дети, выпускники могут в будущем, да, если мы вот все планы наши реализуются, смогут при помощи этой программы, этого нашего направления деятельности найти, ну, помочь найти свое место в будущем. Ну, например, да, вот сейчас 4 наших, мы сейчас, ну, почти у нас получилось, 4 наших выпускника поедут участвовать в Восточный академический форум. То есть это наш партнер, Дом Инвест, помог нам найти какие-то возможности, чтобы наши дети участвовали в ВЭФ. И в дальнейшем они смогут там презентовать свои инвестиционные проекты, и надеюсь, что это у нас все получится. То есть такими маленькими шажками мы попытаемся помочь нашим детям реализовать, найти свое место в этой жизни. Ну, это на самом-то деле как бы новое для нас, но наш первый ректор Малой академии наук Егоров Владимир Анатольевич задумал это очень давно. Как бы. Ну, потому что реализация долгий проект. И вот она пошла такой подготовительный этап, и мы все пришли к тому, что, ну, настала пора. На самом-то деле ассоциация выпускников уже создана, и туда входит, кроме Малой академии наук, вы знаете, региональным центром, в центр входит Высшая школа музыки, школа балета имени Аксении Натальи Посельских и Центр спортивного резерва, и Малая академия наук. И получается, что это очень большой пул, очень много народу, как вы понимаете, разные направленности. Кто-то наукой занимается, кто-то искусством, кто-то спортом. Но, тем не менее, все они являются нашими как бы выпускниками и носят вклад свой
посильный вклад в развитие как республики, так и Российской Федерации. Как построен форум? То есть какие будут отделения, в какие дни, что будет проходить? Да, ну на самом-то деле это первый, как вы заметили, первый форум. 9-10 августа мы приглашаем всех выпускников, которые как бы сможет к нам приехать, принять участие. Там абсолютно бесплатное занятие. Они будем проживать у нас в ЖК-2, так называемый, все дети знают. Как бы. И руководство, ну, мы решили, что давайте не будем все время совещаться, и внесли некоторые современные нотки. Да? То есть это будут как и стратегические сессии, открытые площадки, круглые столы, и кроме этого у нас будет некоторые вот, игровые моменты. Да? Там будут соревнования, то есть потому что это, ну, как вы знаете, сегодня вторая годовщина, как Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, ушел от нас, и, наверное, мы реализуем в какой-то степени его одну задумку. У него была, мы с ним, я у него 12 лет работал помощником, и мы с ним разговаривали на эту тему, и он как бы желал, чтобы собрать, он как говорил, детей республики. То есть он говорит, давайте соберем, посмотрим, кто чем занимается, те, которые участвовали в наших программах и так далее, кто чего добился, посмотрим. Ну вот с этой целью мы, наверное, все это и делаем. Там вспомним нашего первого президента и реализуем его как бы задумки. Дело в том, что первый президент это не только там строительство чего-то, там открытие чего-то, но это наши люди. То, что он вложил в наших людей, наших детей и в будущее республики, это, наверное, вот, ну, очень хорошее мероприятие будет. Угу. Скажите, как можно принять участие? То есть вот если сейчас нас слышат выпускники, да, то есть наверняка появилось желание присоединиться к такой реализации идеи, показать, правда, свой опыт, чего добился выпускник, поделиться этим со школьниками. Куда подать заявку, где заполнить анкету? Да, заявка у нас в Яндекс.Форма есть. Ну, наши дети очень продвинутые, они знают. Заходите на сайт Малой академии наук, находите там первый форум выпускников, регистрируйтесь, или там контакты есть, можете, если какие-то вопросы есть, сразу мне позвоните, там мои контакты есть, обращайтесь, выходите на всех, кого знаете в Малой академии наук, и все знают, все в курсе, просим, ждем наших дорогих выпускников, ну, надеемся, что мероприятие у нас получится, ну, должно получиться, потому что, как бы, заделы очень большие, планы огромные, и руководство республики в лице как нашего главы, так и руководитель администрации главы очень поддерживает эту идею. Ну, как и сказал наш первый ректор Владимир Анатольевич Егоров, тоже поддерживает. И как бы хотелось бы от имени ректора позвать Павла Василия Климовича, позвать наших дорогих выпускников принять участие в форуме. Спасибо большое за подробную информацию. Ждем результатов форума. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Всем желаем доброго утра, хорошего настроения. Начинайте утро вместе с нами.